Добрый день, вітаю всіх на канале Свобода Премиум. З вами Ганна Соус, і сьогодні у нас медичная тема. Не тільки про здоров'я, розмовляємо з онкологом Надією Петровською. Добрий день, Надія. Добрый день. Ну, і сьогодні Надія прапанувала поговорити про адносини онкопацієнта і онколога, ад яких нас рашэння. Надея, ёсць нават такая тэорыя, што калі пацыент не давярае доктору, сумняецца ў ім, ёсць праблемы з камунікацыяй, то лячэнне можа не быць паспяховым. Бо ў любой хваробе, а вот больш такой хваробе як ракавая, важны настрой чалавека, вера ў то, што можна перамагчы хваробу і давер да доктара, які лечыць. Як шмат насамрэч залежыць ад слушнай камунікацыі ў лячэнні онкалагічных хваробаў і найперш, як доктору правільна сказаць пацыенту, што ў яго рак? В предыдущих стримах я неоднократно упоминала о важности коммуникации пациента и врача. В настоящее время проводятся мастер-классы и воркшопы, именно направленные на обучение врачей коммуникации с онкопациентом. Но на сегодняшний день вот наш стрим и, возможно, следующий, если эта тема будет интересна, я бы хотела посвятить нюансам общения онкопациента и онколога именно с позиции пациента и как выстроить эффективные профессиональные отношения. В первую очередь пациентам следует понимать, чего они могут и должны ожидать от врача, и какие вопросы следует задать, и как представлять свои проблемы, страхи, ожидания, надежды. И несмотря на значительные успехи в медицине, проблема рака не теряет своей остроты, и для ряда пациентов продвинутая стадия означает отсутствие возможности излечения. Для другой части пациентов это в значительной степени какая-то неопределенность, может ли быть болезнь излечена, как, например, неходжкинская лимфома или гастроинтестинальная стромальная опухоль. В любом случае это очень травматичный опыт. Вот і якая самая галоўная роля доктора-онколога, про якой пациент может нават и не здогадываться? Доктор-онколог не просто расписывает химиотерапию, либо рассчитывает дозу и поля облучения, или выполняет операцию. Безусловно, все это тоже, но также и многое другое, чего пациент, в общем-то, не видит. Онколог использует комплексный подход, чтобы помочь пациенту со злокачественной опухолью жить как можно дольше, настолько долго, насколько это возможно, и при этом сохраняя качество жизни. Он координирует работу всей онкологической команды, то есть включая психологов, медицинских сестер, социальных работников, специалистов смежных областей, представителей благотворительных фондов. Во всяком случае, так было в детском онкологическом центре во время руководства Натальи Евгеньевны Конопли. Вот для тых пациентаў ці патэнцыйных пациентов, якія нас слухаюць, вот калі яны сустракаюцца з онколагам, пра што важна запытаць, пра што адразу важна дамовіцца, вот што трэба зрабіць пациенту и што трэба зрабіць абавязкова доктору? Во время встречи с лечащим врачом важно донести до него информацию не только о болезни, но и о себе как о человеке. То есть ваши интересы и страхи, наиболее важные цели, которые вы стараетесь достичь. И что немаловажно, на мой взгляд, возможно, даже более важно, уточнить, в какой форме пациент хочет получить информацию о состоянии своего недуга. Либо он хочет получить информацию в полном объеме, либо только в общих чертах. Правильно выстроенные отношения с лечащим врачом-онкологом становятся очень мощным инструментом, и врач может помочь в принятии решений относительно выбора потенциального лечения, координировать работу других медицинских и социальных сервисов, может быть вашим защитником в каких-то бюрократических вопросах и при получении доступа к этим ресурсам и сервисам. То есть быть во всем на стороне пациента. Такие отношения могут продолжаться настолько долго, насколько это будет нужно пациенту. И, как правило, это длительные и тесные взаимоотношения. Ну, так выглядае як вельмі ідэальная картина, наколькі яна з рэальнасцю супадае ў Беларуси. В детском центре было именно так. И когда я работала во взрослой онкологии, в РНПЦ имени Александрова, я достаточно часто сталкивалась именно с вот именно таким подходом. Ну и сама старалась соответствовать такому же подходу. Ну, есть еще такі панятак, як онкалагічная команда. Патлумачце, што гэта і чаму гэта карысна?
Кроме психологов, медсестер, социальных работников, в рабочую онкологическую команду входят специалисты смежных областей и сервисов. В частности, это специалисты по паллиативной помощи и контролю боли. Сейчас этот ресурс развивается достаточно широко, и мы делимся опытом с нашими российскими коллегами. В общем-то, это достаточно такая бурно развивающаяся область. Кроме всего прочего, туда в онкологическую команду входят диетологи и консультанты по питанию. Сейчас это тоже область, которая отдельно развивается, и, в общем-то, она достаточно перспективна. Помимо прочего, это реабилитологи, специалисты по коррекции и восстановлению речи. Это особенно важно для пациентов с опухолями головы и шеи. Сейчас это достаточно высокий процент заболеваний. Специалисты по лимфедеме. Это актуально для женщин, страдающих раком молочной железы после операции, после лимфоденоктомии, либо после облучения лимфоузлов подмышечной области. Возникает отек конечностей, который, в общем-то, нарушает качество жизни, и необходимы определенные реабилитационные мероприятия по, так сказать, уменьшению или лечению этого состояния. Кроме этого, входят в онкологическую команду специалисты по стаминной помощи. Это уход и обработка колостомы. Это актуально для пациентов с колоректальным раком. Консультанты по фертильности. Это вопросы сохранения репродуктивной функции. В большинстве случаев при лечении онкологического заболевания с использованием химиотерапии или лучевой терапии пациенты теряют фертильность, теряют способность воспроизводства. Сейчас репродуктивные технологии позволяют как-то справляться с этими вопросами. И пациентам молодого возраста, которые планируют еще иметь детей, следует об этом задавать вопросы, потому что если пациент об этом спрашивать, это становится точкой, реперной точкой для врача включить, так сказать, вот этот ресурс и рассматривать лечение еще и с этой позиции. Помимо прочего, это генетики, специалисты по пластике, протезированию, реконструкции. Сейчас тоже большой процент калечащих операций можно нивелировать их дефекты с помощью вот этих технологий. А вы казали про захаванне рэпрадукцыйнай функцыі, это вельмі важная рэч. Это маецца на ўвазе замарожвання яйцаклеткі ці нешта іншае? В том числе, да. Достаточно широкий спектр репродуктивных технологий, и работая в тесном контакте с репродуктологами, онкологи могут во многом, так сказать, быть полезны своим молодым пациентам, которые планируют еще по излечению продолжить качественную жизнь, иметь семью полноценную с детьми. Вот уявім, што прызначаны візіт да онколога, і пацыент да яго, па ідэі, можа і падрыхтавацца, можа запісаць нейкія пытанні, якія яго цікавяць на паперцы. Якія пытанні абавязкова трэба задаць, ці запомніць іх, не абавязкова напісаць. Рак – это не одна болезнь. Существует более 300 видов злокачественных опухолей. Важно понимание пациента, какая часть организма или система поражена опухолью. Достаточно часто разговор о диагнозе сопровождается эмоциональной напряженностью, и пациенту трудно запомнить все, что сказал доктор. В этом случае целесообразно присутствие родственника. Некоторые пациенты предпочитают делать записи. Есть 4 основных вопроса. И первый из них – это какой тип рака имеет пациент, как он называется. Второй – это откуда исходит источник опухоли. Третий – насколько распространен опухолевый процесс. Если он распространен, то куда, на какие органы и системы опухоли распространяется. Существует ли лечение, которое может помочь? Вот это вот 4 таких основных вопроса, которые при первой встрече имеет смысл задать. Ну, і, напэўна, ёсць такія адчувальныя, вельмі далікатныя, у многім складаныя пытанні ў адносінах доктар-пацыент у онкалогіі. Якія яны? К таковым относятся вопросы о серьезности и тяжести состояния и о прогнозе. Некоторые пациенты хотят знать информацию в полном объеме, чтобы принять наилучшее решение среди существующих терапевтических возможностей. Другие настолько переполнены переживаниями, что хотят знать лишь информацию в общих чертах. Если пациент не готов обсуждать вопросы лечения, то об этом следует сказать врачу. Многие пациенты просят присутствия родственников для такого рода беседы. Другие же, наоборот, предпочитают приватности и не хотят, чтобы члены семьи слышали. И это все вполне нормально.
В целом в кругу семьи шокирующая информация переносится лучше, и члены семьи эффективнее поддерживают друг друга в открытой коммуникации. Пациенты часто советуются с врачом о том, что сказать родителям или детям. Онкологи в этом случае в большинстве своем советуют открытое общение. Весьма полезно назначить встречу и разговор онколога с родственниками. Пациенту следует информировать врача, кому доктор может рассказать о состоянии пациента. На этот момент тоже следует особо обратить внимание. Ну вот і питання адносна магчымасцяў процівапухліннага лячэння. Магчыма, часам варта адмовіцца ад прапанаванага тыпу лячэння ці выбраць паміж некалькімі відамі. Не существует единственного лучшего лечения, которое подходит для всех пациентов. Принимая взвешенное решение относительно химии, биологического или иммунотерапии, либо лучевой терапии, необходимо иметь достаточно информации. И задача онколога рассказать пациенту о потенциальных рисках и пользе каждого из методов. Чтобы иметь всю необходимую информацию, пациенту следует задать несколько вопросов онкологу касательно предложенного лечения. Вот если бы я была пациентом, даже не будучи врачом, вот какие бы вопросы я бы задала, что это за тип лечения и что это потребует от меня и от моей семьи. Далее, является ли это лечение широко распространенным, рекомендуемым международными профессиональными руководствами. Далее, какова вероятность, что это лечение облегчит мое состояние и поможет жить дольше? Если лечение будет помогать, когда я начну чувствовать себя лучше? Чтобы оценить преимущества данного вида лечения, я бы спросила, что наилучшего я могу ожидать от этого лечения, если оно окажется эффективным. В среднем, насколько это лечение помогает пациентам жить дольше? Если это лечение не поможет мне жить дольше, то улучшит ли оно мое самочувствие и качество жизни? Как часто это лечение помогает пациенту? Если оно помогает, то как долго оно будет работать? Все эти вопросы, в принципе, они уже под собой подразумевают тот объем информации, тот массив информации, который врач, в принципе, априори должен пациенту изложить, но в связи с определенными обстоятельствами это не всегда получается. И если у пациента есть вообще четко сформированное желание наладить коммуникацию наилучшим образом, то вот эти вопросы бы, в общем-то, следовало бы задать. Например, чтобы оценить риски потенциального лечения, я бы спросила, от каких побочных эффектов я буду страдать, получая это лечение, и можно ли предупредить эти побочные явления, насколько эти побочные явления потенциально опасны для жизни, и как часто это случается, и что можно сделать, чтобы минимизировать эти риски, обратимы ли эти эффекты. Существуют ли другие возможности лечения, что можно еще обсудить, более агрессивное лечение или, наоборот, менее агрессивное, экспериментальные виды лечения или альтернативные методы, клинические испытания. То есть, либо опять же, контроль симптомов без противоопухолевого воздействия. То есть вот эти вот моменты, будь я пациентом, я бы задала своему онкологу. А ці часта онкологи сутыкаюцца з такой з'явай, калі пацыент адмаўляецца ад лячэння і проста жыве, колькі яму засталося. Наколькі гэты выбар у якіх выпадках і наколькі ён абгрунтаваны, у якіх выпадках можа быць так, што он слушна зробіць? Это случается, но в моей практике такое случалось нечасто. Как правило, пациенты могут попросить определенный тайм-аут для того, чтобы пережить шокирующую информацию, и потом позже, прошу прощения, чуть позже, 10 минут. 10 минут. Прошу прощения. Все в порядку, мы ў жывым эфіры, Надзея якраз працуе, нейкія працоўныя моманты, я думаю, что это не проблема для нашего сегодняшнего стрима. Працягвайце, калі ласка. Прошу прощения. Как правило, пациенты просят тайм-аут для того, чтобы пережить первый шок от полученной информации, и достаточно часто, используя ресурсы психологов, родственников, собственные, так сказать, навыки, онкологам удается, в случае, если мы видим, что пациенту нужно лечиться, и это
шанс на выживание, на жизнь, то обычно нам удается убедить пациента лечиться. То есть отказов таких очень, очень немного. Я хотела запытацца яшчэ пра такі панятак, як другое меркаванне. У сучаснай медыцыне это вельмі важна для пацыентаў, бо памылкі не выключаны, ёсць розныя падыходы, нават дыягназ можа аказацца памылковым. Чаму важна атрымаць другое меркаванне, як гэта зрабіць? Для пациента важно не только получить наилучшую помощь, но еще и иметь уверенность и душевный покой от понимания, что лечение действительно для него наилучшее. Для многих пациентов информации от врача, которому они доверяют, вполне достаточно, чтобы вот иметь эту уверенность. Для других пациентов недостаточно. Таким для того, чтобы принять решение, может потребоваться мнение другого онколога. В этом случае рекомендацией вашего онколога будет консилиум экспертов. Это широко распространенная практика в большинстве онкологических клиник во всем мире. Если после консилиума пациенту все еще необходимо еще одно мнение, то целесообразно попросить вашего лечащего врача, хирурга, онколога, чтобы он порекомендовал экспертам в той области, которая интересует. Если вы ищете второго мнения, то стоит предпринять следующие шаги. Попросите своего онколога выписку о статусе вашего заболевания и его рекомендации. Когда встретитесь с другим экспертом, имейте при себе эту выписку от вашего онколога с результатами обследований. И если вы выполняли рентгенограмму, компьютерную томографию, МРТ, либо ПЭТ-КТ, важно иметь не только заключение, но и изображение исследований на диске. Вот вельмі часто доктары раяць не шукаць інфармацыю пра сваю хваробу і пра яе лячэнне ў інтэрнэце, потому что это может быть, сами пачнеце себе ставить диагноз, сами пачнеце лячыцца. Ну, не потому что там нема гэтай інфармацыі, но это розная інфармацыя, якой можна заблытацца, можна памыліцца. Якая ваша парада, што да пошукаў інфармацыі ў сеціве? Интернет открывает, безусловно, доступ к колоссальному количеству информации. Многие пациенты и их родственники активно ищут дополнительную информацию о заболевании, лечении именно в интернет-источниках. Интернет для чего может быть полезен? Чтобы найти квалифицированного врача-онколога. Да, это реально хороший ресурс. Чтобы прочитать специализированные международные руководства, ну, чтобы знать в общих чертах хотя бы, какая в мире в отношении вашего диагноза, в общем-то, позиция научных кругов. Чтобы найти информацию о частых побочных эффектах и возможности облегчения в повседневной жизни во время лечения. Чтобы прочитать о новых прорывных научных технологиях в лечении данного заболевания. Найти клинические исследования. Поделиться опытом с другими пациентами, уменьшить тревожность, чувство одиночества и страх. Найти местные информационные группы по вашему состоянию. Но, несмотря на очевидную пользу для пациентов, некоторая информация из сети может может серьезно навредить по следующим причинам. Не все источники информации надежны. Многие сайты преследуют коммерческие интересы, и даже на надежных интернет-ресурсах вы можете получить информацию о ожидаемом прогнозе, которая не будет соответствовать персонально вашей ситуации. И это довольно часто является причиной серьезного дистресса и растерянности. Вот в выпадку этого дистресса, этой разгубленности, какую пораду можно дать? Попросите вашего онколога, чтобы он порекомендовал вам надежный интернет-ресурс на языке, который вы понимаете. Это важно. То есть именно желательно на родном языке читать информацию, чтобы не было неправильного понимания. И несколько практических рекомендаций для пользователей интернет-ресурсов наших пациентов. Помните, что любой может опубликовать в интернете все, что захочет, правда это или ложь. Ищите авторитетные веб-сайты по здоровью, как обычно они публикуют ссылки на источники информации. Веб-сайт, который позиционирует себя как единственный источник фактов по данному предмету, маловероятно будет надежным. Убедитесь, что данная найденная вами информация обновлялась. Если информация, которую вы нашли, слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. Попытайтесь найти ссылки на авторитетном источнике. И если вы не можете найти такую же информацию на нескольких авторитетных сайтах, то ваша находка весьма вероятно сомнительна. Если вы нашли информацию об эффективности лечения от пациентов, то вы не можете быть уверены, что их трактовка истинна.
И учитесь отделять факты от мнений. Ну, например, врач может предлагать лечение на основании своего опыта и мнения, тогда как научные данные будут свидетельствовать о том, что другое лечение работает лучше. Ценность мнения вашего врача зависит от его компетентности, надежности и во многом от того, насколько хорошо он знает вашу ситуацию. Будьте скептичны относительно сайтов, предлагающих секрет волшебного исцеления, о котором не знают врачи. Серьезные исследователи не держат в секрете возможности излечения. И обсудите со своим врачом любую информацию, которая влияет на принятое вами решение. Вот і вельмі важная тэма пры канцы нашай размовы это групы ўзаемападтрымкі онкапацыентаў. У Беларусі яны існуюць каля 10 гадоў, дзякуючы самім онкапацыентам, і дактары іх вельмі падтрымліваюць. Наколькі такія групы важныя, ці кожнаму падыходзяць? Я ведаю, што вот у беларускіх групах онкапацыентаў там пераважная большасць жанчыны удзельнічаюць. Специальные группы поддержки могут быть направлены на помощь людям с определенным заболеванием, мужчинам или женщинам, молодым или пожилым пациентам, супругам, сиделкам, детям или родителям онкопациентов. Некоторые группы поддержки разработаны и адресованы на отдельные аспекты повседневной жизни, например, тревожность, проблемы сексуального характера, обретение и поиски смысла. Онлайн-группы поддержки хорошо подходят пациентам, которые во время лечения не могут покинуть дом. И потенциальное преимущество от участия в таких группах поддержки – это облегчение и информированность. В группах поддержки делятся информацией о побочных эффектах, о том, как с ними справиться, научными исследованиями, новыми способами лечения, новыми лечебными опциями. Это особенно важно для пациентов с редкими формами опухолей. А также это эмоциональная поддержка и чувство благополучия. Группы и сети уменьшают чувство изолированности и дистресса у онкологических пациентов и улучшают качество жизни. Многие участники отмечают, что этот опыт дает им эмоциональную связь во время изоляции от семьи и друзей. Дзякуй вялікі, Надзея, за вельмі грунтоўныя, за вельмі шырокія парады. Я думаю, што эта тэма варта яшчэ больш шырокага абмеркавання. Гэта была анколог, доктарка Надзея Пятроўская. Дзякуй вам вялікі. Всего доброго. До побачення.